Ну а сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют на сегодня. Итак, согласно информации Центробанка, валюта продолжает падать. Доллар сейчас на отметке 62 рубля и 79 копеек, евро на отметке 69 рублей и 8 копеек. Самую выгодную покупку доллара в Якутске сегодня предлагает Азиатско-Тихоокеанский банк. Он покупает за 62 рубля 98 копеек, а продает Россельхоз за 63 рубля и 5 копеек. Обмен евро. Картина не меняется. Выгоднее покупает ТТБ за 69 рублей 17 копеек и продает все тот же Россельхоз за 69 рублей и 30 копеек. Прилетевших в Хабаровск китайцев закрыли на карантин с подозрением на коронавирус. Борт прибыл из Сеула. У всех 24 человек взяли анализы и закрыли на карантин. Такую информацию опубликовал сайт ДВ Новости Хабаровск. Напомню, что по указанию правительства страны всех граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, по прилету надлежит помещать в карантинную зону на срок до 14 дней. За прибывшими установлено ежедневное медицинское наблюдение. На данный момент признаков болезни у них нет. В настоящее время под наблюдением находятся также и граждане России, прибывшие из КНР. У них тоже взяли анализы. Результаты оказались отрицательными. А с лайнера Diamond Princess вывезли еще 10 инфицированных пассажиров. Морской борт все еще пришвартован на карантине в японском порту Йокогама. Елена Островская с подробностями. Коронавирус обнаружили еще у 10 человек на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в японском порту Йокогама. Таким образом, число инфицированных пассажиров выросло вдвое. Еще свыше 170 человек ожидают результатов тестирования. Всех заболевших береговая охрана вывозит с судна и направляет в местные больницы. Около 3700 человек, включая членов экипажа, 2 недели проведут на борту, пока не закончится режим карантина. Министерство здравоохранения Японии ввело его после обнаружения у 80-летнего путешественника из Гонконга характерных симптомов. Они проявились в конце января, уже после его возвращения домой. Лайнер прибыл в Йокогаму после захода в порты южных японских префектур Кагосима и Окинава, а также в Гонконг, Вьетнам и Тайвань. За сутки число инфицированных, в основном на территории Китая, увеличилось примерно на 3500 и превысило 28 тысяч. По данным на утро четверга, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, погибли 565 человек. Число выздоровевших в 2 с лишним раза больше. Между тем, Всемирная организация здравоохранения проведет форум по разработке лекарств от коронавируса. По словам гендиректора организации, цитата, «надо вывести вирус на свет, чтобы правильно его атаковать». Поэтому 11 и 12 февраля будет проведен глобальный форум. Там обсудят исследования и инновации для определения приоритетов и координации международных усилий. По последним данным ВОЗ, общее число заболевших новым коронавирусом в мире составляет около 28 300 человек. Из них 564 скончавшихся в КНР. Еще в 24 странах заболели 225 человек и умер 1. МЧС России готовит гуманитарную помощь для жителей Китая. Туда войдут средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. В министерстве отметили, что работа в этом направлении началась после поручения президента Владимира Путина и правительства. Рейс запланирован на завтра, 8 февраля, с подмосковного аэродрома Раменское. Объем экспорта с российского Дальнего Востока в Китай в январе сократилось в годовом выражении. Импорт же, наоборот, вырос. При этом ввоз овощей и фруктов из Китая упал почти вдвое. В целом номенклатура товарооборота с Китаем в этом году не изменилась. При этом следует отметить снижение объемов ввоза овощей и фруктов почти в 2 раза по нетто и на 27,5% по стоимости. Госкомцен Якутии открыл горячую линию по ценам на овощи и фрукты. Якутяне могут фотографировать ценник или сохранять кассовый чек и сообщать по единому номеру. Его вы сейчас видите на своих экранах. Также можно заявить адрес торговых точек с высокими ценами на овощи и фрукты. Это позволит оперативно реагировать на ситуацию. Россия и Мексика соберут межправовую комиссию по сотрудничеству. Заседание пройдет в Мехико уже в этом году. Подробности знает Нюргуяна Иванова. Нюргуяна, а что именно обсудят стороны? Василий, и Россия, и Мексика будут развивать торгово-инвестиционные связи и планируют задействовать потенциал российско-мексиканской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.
В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Он также добавил, что если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. Московская биржа пересмотрела оценку доли акций компании «Газпром» в свободном обращении и увеличила значение показателя с 46 до 50%. При этом вес акций компании не будет повышен в связи с увеличением доли в свободном обращении, так как в настоящее время составляет 15% в основных индексах Мосбиржи и является максимальным. Новое значение данного показателя будет учитываться в индексах с ближайшего планового пересмотра с 20 марта текущего года. Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 миллионов рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, нулевая ставка по НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 2013 года по 2017 год для новых нефтяных провинций Восточной Арктики. Предусмотрены также льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Программу социально-экономического развития арктической зоны России до 2025 года внесут в правительство на рассмотрение до 20 апреля. Программа будет содержать вопросы строительства социальных объектов, детских садов, школ, развития связи и телекоммуникаций, а также создание условий для развития базовых традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера – оленеводства, рыболовства, охоты. Напомним, что в состав арктической зоны Российской Федерации входят 13 районов Якутии. Это Абыйский, Алаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, а также Момский, Оленевский, Среднеколымский, Устьянский и Эвено-Бутантайский районы. Научно-образовательный центр создадут в Якутии. Он объединит усилия нескольких регионов. Власти Якутии привлекут к сотрудничеству ВНОС ученых и представителей бизнеса. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Сейчас Якутия работает над заявкой на создание в регионе НОЦ мирового уровня. Предполагается, что центр будет совместным для 4 регионов Дальнего Востока – Якутии, Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Отметим, что если заявка Якутии на создание НОЦ мирового уровня не будет одобрена, проект будет реализован на региональном уровне. Компания «Григори» стала новым резидентом ТОР «Индустриальный парк Кангаласы». Она организует в ювелирно-гранильном кластере CBM цех по огранке алмазного сырья. Предприятие было создано в 2013 году и со дня образования является постоянным клиентом «Алроса», а также участником международных аукционов по продаже природных алмазов. Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и экспорта продукции компания «Григори» планирует наладить взаимовыгодное сотрудничество с ювелирами из Китая и выстроить деловые отношения с компаниями из США и Ближнего Востока, где имеется высокий спрос на крупные бриллианты. Новое здание детского сада на 50 мест ведут в селе Жилинда Оленёкского района Якутии в этом году. На строительство объекта направят 62 миллиона рублей, из них 57 миллионов по федеральной программе «Устойчивое развитие села». Это были все новости экономики к этому часу. До встречи в следующих эфирах. Василий, передаю тебе слово. Да, Нургуяна, спасибо за информацию. Далее же расскажем о событиях за рубежом. Мировые новости в эфире. Около 35 российских детей вывезли из лагеря беженцев Аль-Холь на севере Сирии. Самолет с 26 детьми уже вылетел из страны. Еще 9 детей пока остаются в Дамаске для оформления необходимых документов. Цитата: «Мы делаем все, чтобы дети как можно скорее оказались в мирной обстановке. Для этого проводится огромная работа», заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе пресс-конференции. В России детей доставят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.
рады продолжению работы в вопросе репатриации детей, которые находятся теперь в лагерях. И сегодня в результате долгих переговоров состоится первый этап возвращения первой группы детей из лагеря. Я сейчас видела этих малышей и, честно сказать, очень хочется, чтобы как можно скорее они оказались в семьях, где их ждут, где их любят. Пекин погрузился в непривычную тишину. Главный продюсер бюро Рейтер в Китае 10 дней снимал путь от дома до офиса по Пекину, опустевшему из-за продления новогодних каникул в связи с эпидемией коронавируса в стране. Подробности в репортаже Елены Островской. Таким Пекин вы еще не видели. Обычно по утрам улицы китайской столицы забиты спешащими на работу людьми. Но продление новогодних каникул в связи со вспышкой коронавируса опустошило улицы 25-миллионного города. Видите, пустые тротуары, пустые дороги, почти нет машин, велосипедов и мотороллеров. Это Марк Чисхолм, главный продюсер Рейтер в Китае. 10 дней подряд он снимал свою жутковатую прогулку от дома до офиса. Слева у меня шелковый рынок, куда обычно приходит множество иностранцев. Он также закрыт, никого не пускают. Сейчас я спускаюсь в метро на станцию Юнаньли, одну из самых загруженных в городе. Сейчас я должен пройти термосканер. Никто не выходит из поезда и никто в него не садится. Обычно платформа плотно забита людьми, сотни и сотни пассажиров в вагонах. Как вы видите, сейчас здесь абсолютно пусто. Эпицентром возникновения нового типа коронавируса считается город Ухань в провинции Хубэй. Однако с момента выявления инфекция успела перекинуться на множество других китайских городов и выйти за пределы страны. Число зараженных превысило 28 тысяч. Больше 560 человек погибли. Многие люди боятся выходить из дома. Как вы видите, большинство, если не каждый магазин, закрыты. Может, пара мест еще работает. Так вот выглядит наша дорога на работу последние 10 дней. Мы словно очутились в городе-призраке. Накануне спускаемая капсула космического корабля «Союз» успешно приземлилась в Казахстане. На борту были 3 членов экипажа МКС, в том числе и астронавт НАСА Кристина Кох. Это рекордсменка среди женщин по непрерывному пребыванию в космосе. Более подробно расскажет Артем Сторонов. Астронавт НАСА Кристина Кох, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Лука Парметана из Европейского космического агентства прощаются с остальными членами экипажа Международной космической станции и направляются на корабль «Союз МС-13». В ночь на четверг аппарат отстыковался от МКС и направился на Землю. Спускаемая капсула «Союза» успешно приземлилась в степях Казахстана в 12 часов 13 минут по московскому времени. На эвакуацию членов экипажа были направлены поисково-спасательные группы. Особенно радовалась возвращению на Землю Кристина Кох. Она провела в космосе 328 дней подряд. Это рекорд среди женщин-астронавтов и второй показатель для американцев. Дольше всех из граждан США на орбите был Скотт Келли – 340 дней без перерыва. За время, проведенное на борту МКС, Кох была в открытом космосе 6 раз. В том числе участвовала в первом в истории полностью женском выходе наружу. Также она участвовала в эксперименте по исследованию влияния невесомости, изоляции, радиации и стресса на организм астронавтов. Его цель – подготовить эффективные методы противодействия процессам деградации костной и мышечной ткани, которые имеют решающее значение для здоровья будущих участников полетов на Марс. На орбитальной станции остаются космонавт Олег Скрипочка, астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Мейер. Шеф-повар для бедняков. 90-летний римский пенсионер проводит дни, готовя еду и раздавая ее бездомным. За долгие годы он стал знаменитостью. Сотни людей приходят к нему на помощь. Подробности в следующем материале. Каждые выходные торговцы и посетители рынка на юге Рима радостными возгласами приветствуют этого человека.
Его зовут Дина Импальяцо. Ему 90, и он известен горожанам как шеф-повар для бедняков. Это не образное выражение. Последние без малого 1,5 десятка лет своей жизни пенсионер посвятил кормлению бездомных в колоннадах Ватикана. Торговцы на рынках, владельцы магазинов и пекарень отдают Дина излишки продукции или еду, у которой истекает срок годности. Мужчина грузит все в фургон и везет на большую кухню. Там Дина надевает свой фартук, поварской колпак и берется за дело. Уже почти 15 лет мы вместе с друзьями готовим еду для нищих и бездомных, живущих на улице. Друзей у Дина действительно много. Больше 300 волонтеров 4 раза в неделю приходят помогать ему на кухне. Вместе они готовят до 1000 порций горячих овощных супов, сэндвичей и десертов, а потом лично раздают их бездомным каждый вечер. Все началось, когда бывший сотрудник службы социальной защиты Дина ждал поезд на станции. Бездомный мужчина попросил у него денег, чтобы купить сэндвич. Тогда Дина вместе с женой решили начать готовить бутерброды сами. Сначала 10 штук, затем все больше и больше. Потом пришлось задуматься о расширении. Когда-то один из бездомных меня спросил: «Зима скоро, бутербродами нам не согреться. Не могли бы вы готовить что-нибудь горячее?» Тогда я подумал, что надо найти кухню, где можно будет готовить и первые блюда. В Риме почти 8000 бездомных. Многие из них ночуют среди мрамора знаменитой колоннады работы Джованни Бернини, которая охватывает площадь перед собором Святого Петра в Ватикане. Именно сюда приходят Дина и его друзья, чтобы накормить нищих. Первую тарелку шеф всегда наполняет сам. И каждый раз к нему присоединяются все новые волонтеры. Большинство из них очень ценят эту возможность разделить радость, помогая другим. Итальянский президент Серджио Матарелла назвал Дина Импальяцо героем нашего времени. Ну а сам пенсионер говорит, что и мечтать не мог о таком успехе своей идеи. Переходим к обзору чрезвычайных происшествий. Жителя города Мирного летом прошлого года, желая доехать из Мирного до одного из населенных пунктов Мирнинского района, угнал с сохраняемой стоянки КАМАЗ. Спустя 3 дня пьяный мужчина, желая раздобыть денег на алкоголь и угрожая продавцу одного из магазинов ножом, потребовал от нее открыть кассу и похитил из нее около 6000 рублей. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов. Юрий, а удалось ли вообще задержать этого человека? Василий, да, его не только задержали, но и уже осудили за совершенные преступления. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске перед судом предстанут 2 мужчин за преступление, которое совершили в 2015 году. По сообщению прокуратуры Якутии, 56 и 48-летние жители Якутска обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Так, по версии следствия, преступление произошло в один из дней в период с начала августа по конец сентября 2015 года. Обвиняемые в компании выпивали на даче. В процессе возникла ссора. Мужчины избили знакомого, находившегося на даче вместе с ними. В результате у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму со скольчатым переломом основания черепа. От полученных ран он скончался на месте происшествия. После преступления обвиняемые вывезли труп на безлюдную местность, где закопали в землю и засыпали щебнем. Преступление раскрыто в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе путем установления свидетеля преступления. На данный момент дело направлено в суд. Жители Нерюнгринского района обвиняются в вымогательстве. По сообщению Следственного комитета республики, в группе вымогателей также состояла школьница. Так, по данным следствия, в январе этого года 25-летний молодой человек, используя фейковый аккаунт в социальной сети и представляясь девушкой, вел переписку интимного характера с 18-летним юношей. Его целью было вымогательство денег и иных предметов, к чему он привлек 30-летнего приятеля и 15-летнюю знакомую школьницу. Как установили следователи, группа распределила между собой роли. Девушка позвонила потерпевшему и предложила ему встретиться. В салоне автомобиля уже находились ее приятели, которые потребовали от потерпевшего и его друга по 10 000 рублей с каждого. В случае отказа угрожали применением насилия и сообщением о противоправных действиях по переписке интимного характера с их несовершеннолетней приятельницей в правоохранительные органы. Молодые люди, не имея денег, передали злоумышленникам 2 гитары, ноутбук и 3 мобильных телефона. Позже
Все были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. В отношении всех 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Они допрошены в качестве подозреваемых. Помимо этого, у следователей имеется информация о том, что это не единственный эпизод преступной деятельности группы, участники которой подобным способом вымогали деньги у людей. В Ленске местного жителя осудили за ложное сообщение об акте терроризма. Прокуратура республики сообщает, что 36-летний мужчина в ноябре прошлого года со своего мобильного телефона позвонил на номер телефона службы 101 Центрального пункта пожаротушения Федерального государственного казенного учреждения и сообщил о спланированном теракте одного из многоквартирных домов Ленска. Во время расследования уголовного дела подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил подсудимого к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 20% из зарплаты ежемесячно. Заместителя главы одного из наследников Алекминского района привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает прокуратура региона. Его обвиняют в неисполнении законных требований прокурора. Была проведена проверка соблюдения порядка обращений граждан. По ее результатам в администрацию Нерюктяинского первого наследника прокурор внес представление об устранении нарушений. Но меры по устранению этих самых нарушений не были приняты в установленный срок. В связи с этим в отношении заместителя главы возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Умышленное невыполнение законных требований прокурора». Обвиняемого обязали оплатить штраф. 3 человека погибли в результате жесткой посадки Boeing 737 в Стамбуле. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на 3 части. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. До 3 человек увеличилось число жертв аварийной посадки Боинга 737 авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Сабихи-Гекчен в Стамбуле. Всего на борту находились 183 человека, госпитализированы 177, и 3 из них сейчас находятся в реанимации. Лайнер выполнял рейс из Измира. Все произошло, когда он приземлялся. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. Официальную причину катастрофы не называют, но в прессе появились сообщения, что все произошло из-за плохой погоды. Пилоты приняли решение сажать самолет при сильном ветре, хотя посадку 2 других лайнеров, прилетевших раньше, отложили. По данным российского посольства, среди находившихся на борту пассажиров россиян не было. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, ну а к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Юрий, спасибо за обзор. Я напомню, что в студии был мой коллега Юрий Осипов. Ну а мы двигаемся дальше, переходим к новостям Южной Якутии. В Нерюнгринском районе Беркакитцы отмечают 40-летие ЖД-станции. Какой виток развитию Южной Якутии дала прокладка путей БАМа, расскажет Александра Цыбикова. Она на прямой связи со студией. Александра, здравствуй, ждем подробностей. Спасибо, Василий. Да, действительно, сегодня для беркакитцев большой праздник. Сегодня 40 лет окончания постройки северной ветки Байкало-Амурской магистрали. Мы находимся в ТОЦе, в ДК. Здесь собралось очень много беркакитцев, которые отмечают. Смотрите, концерт проходит. Здесь заместитель председателя правительства поздравляет с рабочим визитом. Прибыл в Беркакит и также поздравить помимо него выступают еще и творческие коллективы. В зале находятся ветераны труда, которые были при первых постройках железнодорожной магистрали. Так, мы закроем двери, чтобы не мешать. Хочется отметить, почему это важно. Это, во-первых, это транспортная связь, благодаря которой Нерюнгри называют золотыми воротами Якутии. Беркакит называют железнодорожным поселком. Здесь половина семей принадлежит железнодорожным династиям. А также благодаря этой ветке торгово-оптовые отношения поддерживаются в Южной Якутии. И Хочется отметить, что сегодняшний праздничный концерт продолжится митингом, также поздравлением и вручением множества подарков. Какие именно и кто поздравлял, мы расскажем вам в вечернем сюжете. На этом у нас пока все. Василий. Да, Александра, спасибо за информацию. Ну а мы переходим к новостям спорта. Хоккеисты сборной России уступили в первом туре шведского этапа Евротура команде Финляндии. Счет 0-3.
Вынесенная игра этапа прошла в Хельсинки. Подробнее об этом расскажет Полина Долинская в рубрике «Спорт». Полина, как прошла игра и с кем в следующем туре сыграет наша сборная команда? Здравствуй, Василий. За 7 стартовых минут сборная России пропустила целых 3 шайбы. Финны оказались точнее по броскам, благодаря чему и вышли на первое место в сводной таблице Евротура, набрав при этом в общем количестве 14 очков. В активе нашей сборной 7 очков. Следующая игра пройдет между сборной России и Швецией. Игра состоится 8 февраля в Стокгольме. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. В матче шведских хоккейных игр сборная России проиграла команде Финляндии. Встреча завершилась со счетом 0-3. За финскую команду точными бросками отметились Тимео Пулкинен, проявивший себя уже на первой минуте встречи. Юлиус Няттинен отличился на 6-й минуте, и Юлиус Ютила забросил следующую шайбу в сетку российской сборной на 7-й минуте. Следующий матч российские хоккеисты проведут 8 февраля в Стокгольме, где сыграют с хозяевами турнира. В этот же день финны встретятся с чехами. В зачете шведских хоккейных игр финны уверенно занимают первую строчку. Далее идет команда Швеции. Сборная России располагается на последней строчке. А в общем зачете Евротура сборная Швеции идет на 3-м месте, набрав 10 очков. Чехи занимают вторую строчку, имея в активе 11 баллов. Лидирует сборная Финляндии с 14 очками. Российские хоккеисты, набравшие 7 баллов, замыкают турнирную таблицу. В домашнем матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу «Атлетик» одержал победу над «Барселоной». Результат встречи – счет 1-0. Единственный мяч за игру на 3-й добавленной ко второму тайму минуте забил Иньяки Уильямс. Тем самым «Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее участие в 1/2 финала обеспечила себе футбольный клуб «Мирандес», «Гранада», накануне встретившаяся с «Валенсией», и «Реал Сосьедад». В гостевом матче 24-го тура баскетбольной Евролиги российский ЦСКА проиграл греческому Олимпиакосу. Встреча завершилась со счетом 59-72. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майкл Джеймс, набравший 20 очков. В составе греческого клуба больше всех очков на свой счет записал легкий форвард Костас Папаниколау. Оформил дабл-дабл, набрал 11 очков и сделал 12 подборов центровой Олимпиакос Никола Митилов. В турнирной таблице ЦСКА занимает 4-е место, одержав в 24 матчах 16 побед. Олимпиакос идет 11-м при 10 победах и потерпев 14 поражений. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с сербской Црвеной Звездой 21 февраля. Олимпиакос днем ранее примет французскую Вильербан. В составе российской команды на московский этап Гран-при по художественной гимнастике Мария Победушкина заменит Анастасию Гузенкову. 17-летняя Победушкина является серебряным призером чемпионата России 2018 года в упражнениях с мячом. Этап серии Гран-при пройдет в Москве с 7 по 9 февраля. Победушкина выступит в индивидуальной программе, где Россию также представят Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко и Дарья Трубникова. В групповых упражнениях выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Ливанова и Ангелина Шкатова. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 19-го тура чемпионата России среди команд высшей лиги сыграет со столичной командой Мосполитех. Встреча пройдет в Московской области 7 февраля. Якутские футболисты в данный момент занимают 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл. Мосполитех идет следом на 10-й строчке, имея в активе 19 пунктов. Команды уже встречались в этом сезоне. В первом круге чемпионата победу со счетом 7-3 праздновал московский клуб. Стартовый свисток матча «Заря-Мосполитех» прозвучит 7 февраля в 21:00 по якутскому времени. Трансляция игры будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Спорт без границ для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Якутске стартовал чемпионат республики по настольным играм. Соревнования открывают 13-ю спартакиаду по адаптивным видам спорта. На месте работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, расскажи, в каких дисциплинах будут соревноваться спортсмены?
Полина, приветствую. Спортсмены демонстрируют мастерство игры в Хабылык и Хамыска. Чемпионат по настольным играм собрал более 100 любителей здорового образа жизни из 17 районов республики и города Якутска. Участвуют люди с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, также с общими заболеваниями. Сейчас началась борьба одновременно за командное и личное первенство. Хотя об этом во время соревнований многие спортсмены не думают, потому что для многих главное не победа, а поддержание здоровья. И рядом с судьями работают сурдопереводчики, которые объясняют участникам некоторые нюансы игры. И для некоторых спортсменов это первый соревновательный опыт. Но, несмотря на это, все умело и ловко справляются с поставленными задачами. И мы поговорили с одним из участников, который приехал из Алдана, с Виктором Русаковым. Он рассказал нам, как ему помогает этот спорт. Настольными играми я начал заниматься недавно. Для здоровья они полезны. Все нравится, руки развиваешь. А вот на это приехали на чемпионат по Хабалык, Хамыску впервые. А также своим мнением о пользе настольных игр Хабылык и Хамыска с нами поделился чемпион игр Манчары, мастер спорта по настольным играм Алексей Устинов. Я сам попал в автоаварию и стал инвалидом второй группы и принес 5 операций. И не мог ходить и заниматься, не могу бегать. Поэтому мне этот спорт, это национальные виды спорта, это мне самые как раз подошли. И усиленно я тренировался, да, и достиг этого большого успеха. Действительно, Хабылык и Хамыска помогают развивать внимательность и очень полезны при реабилитации и восстановлении двигательных функций. И о том, как внедрили этот вид спорта в адаптивный спорт, нам рассказала директор Центра физической культуры и спорта Анастасия Михайлова. Настольные национальные игры Республики Саха уже развиваются давно. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья вначале наши спортсмены соревновались на общественных началах, а сейчас уже с 2014 года уже официальные чемпионаты и первенства проводятся среди наших спортсменов. Ну, в основном национальные настольные игры развивают моторику, ум, гибкость, быстрота, ловкость. И это все помогает нашим спортсменам. Вслед за этим чемпионатом ожидаются соревнования по пулевой стрельбе, а затем и по русским шашкам, волейболу сидя, голболу, настольному теннису, легкой атлетике. Организаторы обещают, что эта спартакиада станет одним из главных спортивных событий этого года. Соревнования продлятся в течение 5 месяцев. Отмечу, что сегодня в республике адаптивным спортом систематически занимаются более 10 тысяч человек. И они регулярно приносят медали со всероссийских и международных стартов. Полина. Большое спасибо, Саргалана. А я напоминаю, что с нами на связи была наш корреспондент Саргалана Федорова, которая рассказала про открытие 13-й спартакиады по адаптивным видам спорта. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Да, Полина, спасибо за обзор. К акции «Добрый февраль», которую организовал телеканал «Якутия-24», присоединился город Мирный. Так наша съемочная группа познакомилась с одинокой пожилой женщиной, которая живет в ветхом, неблагоустроенном доме. У нее нет денег на покупку дров, и наши коллеги решили помочь. Что из этого вышло, расскажет Марфирина Алексеева. Этот год для Римы Закиевны выдался особенно сложным. В прошлом году женщина похоронила мужа. И даже тот факт, что супруг был неходячим и почти слепым, еще долго не мешал ему помогать женщине по хозяйству. Одноногий был, вы знаете, он сам колотил дрова. Даже весь огород он полностью вскапывал сам. Он как-то приспособился, телегу сам себе сделал на костылях, баню, дрова таскал, баню топил, потом начал слепнуть.
Около 40 лет назад Римма Закиевна приехала в Мирный с набережных Челнов на заработки по обмену квартир. Сейчас женщина живет на пенсию в 14 тысяч. Единственный сын погиб совсем юным, родственников в Мирном нет. Для того, чтобы отоплять ветхий дом, женщине пришлось взять кредит на приобретение дров. 20 тысяч я кредит взяла вот эту машину купить. А расколотить 5 тысяч. Порой думаю, боже, куда бежать? Кому идти? У кого жить, а кому я нужна? У всех свои проблемы. Мне всего 61 год, я еще хочу жить. При постоянной топке температура в доме достигает 10 градусов. Дом ветхий, печка не греет. Приходится круглые сутки не снимать верхнюю одежду. Ночью дом греет один обогреватель, который, сжалившись, подарили соседи. Ну вот так вот постоянно бросаю. Быстро уходит. В общем, печка моя, вы знаете как? Она для видимости только топится, чтобы только дым шел. Вот, видите, она уже 10 часов топится, а здесь только еще тепло, а здесь холод собачий. На клич о помощи отозвалась неравнодушная молодежь. Ребята организовали расколку дров. Вот эта колка дров – это ведь капля в море по сравнению с теми проблемами, в которых она оказалась. Я лично считаю, что если каждый человек будет чувствовать свою ответственность за то, что его окружает, и делать от себя зависящее, мир станет лучше. Дрова расходуются очень быстро. Средств на приобретение очередной партии нет. К счастью, на нашу просьбу о предоставлении средств на покупку дров администрация города ответила положительно. Римма Закиевна уже написала заявление. Также специалисты управления социальной защиты будут сопровождать Римму Закиевну при оформлении документов на предоставление благоустроенного жилья. Так, чтобы следующую зиму женщине не пришлось выживать в ужасных условиях. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Вадим Ларионов, Мирный. Национальный архив республики переводит в электронный вид документы Якутского объединенного республиканского военкомата периода Великой Отечественной войны. Это делается для обеспечения сохранности документов и облегчения допуска граждан к ним. Сейчас в архиве находится Ульяна Шагина. Ульяна, расскажи, как ведется работа по оцифровке? Добрый день. Мы сейчас находимся в книгохранилище. Это на 3-м этаже Национального архива. Именно здесь хранятся документы, разные военные документы. Отмечу, что уже 2-й год сотрудники архива, это архивисты, занимаются оцифровкой этих военных документов. Переводятся в электронный вид призывные списки, извещения о гибели и без вести пропавших родственников, солдат Великой Отечественной войны, возвращение их после демобилизации и так далее. И в преддверии 75-летия празднования Великой Победы людей, которые интересуются данными о своих без вести пропавших родственников, становится больше. Об этом нам сейчас расскажет сотрудник архива Екатерина Сергеенко. Ну, вообще в преддверии 70-летия Победы еще с прошлого года у нас увеличилось количество посетителей нашего читального зала, которые интересуются сведениями о своих родственниках, предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Какие сведения о них есть у нас в архиве. Доступ к ним у нас возможен с помощью электронной базы данных АИСЛАР архив. Можно в читальном зале, в компьютерах читального зала или удаленно через сеть интернет, через наш сайт. Как отмечают сами сотрудники, на сегодняшний день переведено в электронный вид примерно 265 документов республиканского военкомата. И эти документы время от времени пополняются. Но кроме военных дел оцифровываются, к примеру, наиболее востребованные людьми документы. Это генеалогические какие-нибудь документы о составлении родословных. Этими документами люди тоже интересуются больше всего. А оцифровываются документы для того, чтобы подлинные документы очень сильно не просились людьми, чтобы их меньше трогали и чтобы они здесь лежали в книгохранилище. У меня все.
На прямой связи со студией из архива военкомата города Якутска была Ульяна Шагина. Переходим к событиям, связанным с погодой. Аномально теплая зима немало удивила жителей Санкт-Петербурга. Так, в северной столице в январе зацвели подснежники, одуванчики и даже розы. Однако пришедшие на смену оттепели похолодания еще больше порадовало горожан. На берегу Финского залива распустились ледяные цветы. Уникальное природное явление лишь на первый взгляд кажется чудом. У специалистов же этому, как всегда, имеется вполне научное объяснение. Для того, чтобы лед собрался в игольчатые бутоны, температура самого льда должна быть около нуля, погода безветренной, а температура воздуха опустится до минус 20 градусов. Только при соблюдении этих условий влага начнет конденсироваться на поверхности воды и застывать в форме кристаллов. И в завершении коротко о среднесуточной погоде. В крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 30 градусов, ветер 2 метра в секунду, давление 712 миллиметров ртутного столба. Намного теплее в Западной Якутии. Так, в Ленске всего лишь минус 20, облачно и без осадков. В соседнем Мирном минус 24, безветренно, облачно. В столице же Южной Якутии Нерюнгри минус 35 градусов, облачность переменная, но безветренно. И в Якутске сейчас на термометре минус 44 градуса, безветренно. Также на улице все еще стоит туман, немного затруднена видимость, так что как водителям, так и пешеходам стоит быть внимательнее на проезжей части. А сейчас мой коллега Александр Хавренко расскажет о грядущих мероприятиях и премьерах, которые стоит посетить в эти выходные. У меня же пока все. До встречи в эфире. Компания DC продолжает попытки догнать и обогнать своих конкурентов из Marvel и выпускает очередную экранизацию своих комиксов. На этот раз, как и в одном из предыдущих релизов «Отряд самоубийц», главными персонажами картины являются не супергерои, а суперзлодеи. Точнее, суперзлодейки. На большой экран вышли «Хищные птицы. История Харли Квинн». После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн рассталась с Джокером. Тем временем юная Кассандра Кейн находит алмаз, принадлежащий крупному лидеру преступной группировки «Черные маски». Поэтому Харли объединяется с Черной Канарейкой, охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры. «Хищные птицы» – 8-й фильм в рамках расширенной вселенной DC и продолжение фильма 2016 года «Отряд самоубийц». Главные роли исполнили Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед, Джерни Смоллет Белл, Крис Мессина, Рози Перес, Юэн Макгрегор и Элли Вонг. Также на большой экран выходит комедия для всей семьи «Игры с огнем». Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают 3 детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли их подготовить к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей и детей, они сталкиваются с тем, что их жизнь, работа и родное депо стремительно переворачиваются с ног на голову. Ведь дети, как и пожары, дикие и непредсказуемые. Саха-театр приглашает на премьеру нового спектакля Сергея Потапова «Тимир Басса» по мотивам произведения Максима Горького «Васа Железного». Сергей Потапов переносит действие произведения в современные реалии. Муж богатой судовладелицы Вассы, капитан Сергей Тимиреп, увлечен в совращении малолетних детей. Басса растратила целое состояние на взятки следствию и прокурору, но дело все-таки направлено в суд. Скоро позор пойдет на всю семью. Капитан сядет в тюрьму. Под угрозой будущее замужество дочерей и карьера брата стать главой города. Басса уговаривает мужа принять яд. Режиссер Сергей Потапов, сценография Михаил Егоров, костюмы Сардана Федотова, хореограф Анастасия Сидорова. В роли Васы Железновой заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Саха-Якутия Иза Николаева. Русский драмтеатр приглашает зрителей на ресторанный романс «Очи черные». Один из сильнейших спектаклей театра, поставленный по мотивам повести «Яма» Александра Куприна. В постановке, где занята почти вся труппа, безупречно сочетается и живой вокал, и инструментальная музыка, хореография и драматическое искусство. Это не просто классический Куприн из школьной программы. Это мощный, необычный спектакль. Трогательный рассказ о женщинах и мужчинах, любви, предательстве и о том, как в любой ситуации, даже на дне ямы, оставаться человеком. Еще одна премьера в театре Аланхо. Спектакль по поэме Алексея Кулаковского «Сон шамана» в постановке Андрея Борисова. Предсказания великого пророка-поэта сделаны не только о жизни ушедшего 20 века, но и о событиях, происходящих в наши дни. Автор предвидел катастрофу разрушения экологической среды, которую наносит технический процесс.
Перенаселение Земли, из-за которого происходит глобальная миграция, борьбу классов и причину возникновения войн, противостояние могущественных держав, из-за которых притесняются малые государства. И это было предсказано автором еще на заре прошлого века. В этом году исполняется 110 лет с того момента, как поэма вышла в свет. Театр Аланхо выносит на ваш суд современный стиль трактовки этого произведения. А в Театре оперы и балета дают «Баядерку». «Баядерка» – один из самых известных балетов русской имперской сцены. Его литературным источником стали драма «Шакунтала» и баллада Гёте «Бог и Баядерка», спектакль Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса и либретто Сергея Худякова увидел свет в 1877 году и быстро обрел популярность. Романтичная индийская легенда о несчастной любви храмовой танцовщицы Баядерки Никии и храброго воина Салора надолго завоевала любовь зрителей, а партия Никии, одна из самых сложных во всем классическом балетном репертуаре, стала мечтой для многих великих балерин. На этом у меня все. Нескучных вам выходных.